Нет даже на еду. Женщине нужна помощь. Найти силы продолжить жить и разобраться с долгами. Репортаж Гузель Зайнаковой. Казалось бы, обычное утро в семье Балашевых. Мама заботливо готовит завтрак, дети собираются в школу. Только место главы семейства пустует. Теперь уже навсегда. Память о муже Регина бережно хранит. Вот на фото они с супругом и детьми отмечают день рождения. А вот они всей семьей на прогулке. И в тот момент они даже не догадываются, что через пару месяцев страшная авария заберет жизнь самого дорогого человека. Мне позвонили и сказали, что муж может приехать, забрать малышку домой. Вместе с мамой они подготовились, поехали. К сожалению, не доехал по пути в роддом. Там бетонные блоки. КамАЗ ехал по своей полосе, муж по своей полосе. И у КамАЗа переднее колесо, вроде говорят, лопнуло, в связи с чем зад у КамАЗа прям в нашу легковую машину. Мама чудом жива осталась, а муж... Врачи боролись за жизнь Артема около месяца. С раздробленной челюстью и оторванными конечностями его буквально собирали по частям. Регина ни на секунду не теряла веру, что он выживет. Но 6 февраля, после долгих мучений, любящий муж и заботливый отец ушел из жизни. Пока с мужем жила, как у Христа за пазухой, он всегда мне говорил: ты женщина, твоя проблема заботиться о детях, оберегать уют. Так и жили. Ипотека и многочисленные кредиты перешли к супруге. За несколько дней до смерти Артем не успел продлить действие страхования жизни и имущества. По словам юристов, в таком случае все долги полностью переходят поручителю. А до вступления в наследство, это 6 месяцев после смерти заемщика, процентная ставка ежемесячно будет повышаться. Можно обратиться в банк с соответствующим заявлением, описать всю свою ситуацию. Это в письменном виде обязательно надо делать, не в устном. Теперь сердце Регины бьется только ради детей. Не по годам взрослой Алине 12, 7 лет Егору. Теперь он главный защитник в семье. И самой маленькой, грудной Софии, нет еще и 2 месяцев. А из помощников только мама Регины. Но даже так потянуть всю семью ей одной сложно. Общая сумма долга переваливает за 3 миллиона. А денег не хватает порой даже на еду. Нужна и финансовая поддержка, и детские вещи, любая помощь. Открыто о помощи Регина не просит. Слишком глубока боль утраты. Но искренне верит, что мир не без добрых людей. Гузель Зайнакова, Владимир Юрков, Вести, Татарстан.